Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы стоим накануне 12 июня. Это государственный праздник Российской Федерации. Пользуясь случаем, я хотел поздравить всех россиян, всех соотечественников с наступающим праздником. В 2019 году Россия и Кыргызстан вышли на новый уровень сотрудничества. Президент Российской Федерации был с государственным визитом в марте этого года в Бишкеке. 13-14 июня посетит Бишкек повторно для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Ну а в ноябре будет третий приезд сюда для участия уже в саммите Организации договора о коллективной безопасности. За прошедший период мы многого добились в наших двусторонних отношениях, вышли на новые рубежи в товарообороте, активно взаимодействуем в рамках Организации экономического сотрудничества, активно развиваются динамично связи в гуманитарной сфере, в военной сфере, в области обеспечения коллективной безопасности, прорабатываются проекты открытия филиалов российских вузов. В России обучаются десятки тысяч студентов из Кыргызстана, много россиян проходит обучение в кыргызских вузах. Мы намерены продолжать эту работу, совершать научные студенческие обмены. Мы договорились о том, что следующий год будет перекрестным годом России в Кыргызстане и Кыргызстана в России. Я уверен, что это придаст дополнительную динамику нашему взаимодействию. Пользуясь случаем, я хотел бы также передать пожелания мира, добра, благополучия всему народу Кыргызстана. Счастья вам, удачи, всего самого доброго. Мусульмане всего мира отмечали завершение священного месяца Рамазан, праздник Идаль-Фитр или Ураза-Байрам, Урудж-Байрамы. Этот день является одним из наиболее значимых праздников для мусульман. Его традиция идет от 624 года нашей эры, со времен пророка Мухаммеда. В посольстве Турции в Кыргызстане также отметили Идаль-Фитр, Ураза-Байрам, Урудж-Байрамы, знак благодарности и награда от Всевышнего за соблюдение поста и других обязательств в священный месяц Рамазан. Bugün burada bütün büyükelçilik mensupları, arkadaşlarımız hep beraber bayramımızı kutluyoruz. В течение 3 дней принято ходить друг к другу в гости, дарить подарки, проводить застолья и угощения. В праздничный вечер мусульманские семьи собираются вместе за праздничным столом. Один из главных, значимых для мусульман праздников, Ураза-Байрам, знаменует завершение священного месяца Рамазан. Испокон веков он отмечается свершением добрых дел и заботой о нуждающихся, олицетворяет стремление людей к самосовершенствованию. Пусть наши народы, доказавшие свою верность исламу, завершившие урудж в этот месяц, с искренними чувствами получат благодать и добродетели этого месяца. В этот дорогой для нас день мы молимся Аллаху за мир в мире. Этот день одновременно является Шекер-Байрамы. Öncelikle Ramazan bayramının Türk İslam alemine kutlu olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Bu bayramı Atayurt'ta, Kırgızistan'da
Türkiye Cumhuriyeti'nin evi Bişkek Büyükelçiliği rezidansında Türk vatandaşlarımızla birlikte kutluyoruz. Шекер-байрам или праздник сладостей символизирует окончание месяца Рамазан, в течение которого мусульмане соблюдали строгий пост. И хоть богословы считают эту дату второй по значимости после Курбан-байрама, обычные люди встречают День разговения куда более масштабно. Evet, öncelikli olarak tüm Kırgız halkının, tüm Türk halklarının bayramını tebrik ediyorum. Burada bir bayram sabahı... Это естественно, ведь 30 дней жестких ограничений остались в прошлом, а значит, можно порадовать себя и своих близких вкусной едой и веселыми развлечениями. В Турции на Шекер-байрамы отводятся 3 дня государственных выходных. Всем нужно успеть доехать до родственников, встретиться с ними за праздничным столом и вернуться домой. На стол подают прежде всего сладости – пахлаву, рахат-лукум, шоколад, конфеты и другие лакомства. Их дарят и ими обмениваются. В канун праздника женщины начинают масштабную уборку дома и приусадебного участка. Вся семья покупает себе новую одежду, а самые бедные получают ее в подарок от более обеспеченных соседей. Mutlu bayram diliyorum herkese. Bütün annelere, ninelere, büyük annelere, bütün Kırgızistan'a hayırlı bayramlar diliyorum. Шекер-байрам – это спокойный семейный праздник, так что общественная жизнь по всей стране замирает. Нужно иметь в виду, что большинство ночных клубов и заведений общественного питания, особенно в нетуристических местах, в эти дни не работает. Вообще, на протяжении всего Рамазана верующим предписано давать милостыню, помогать нуждающимся едой и питьем, пускать путников в дом вне зависимости от их национальности и вероисповедания, то есть творить добрые дела. Отказ от угощения не принимается. Это, по сути, оскорбление для хозяев. Отведав угощений, гость должен отблагодарить хозяйку за вкусные блюда поцелуем ее руки и словами «здоровья вашим рукам». Очередное наше праздничное поздравление с сопровождением Илахи-Алар со Стамбула, прямо с корабля. Наш постоянный телезритель Абдуллах Бей поздравил всех мусульман с священным праздником Рамазан-байрамы. Ramazan-ı şerifiniz mübarek olsun. Поздравляю с праздником Ураза-байрам и от чистого сердца желаю, чтобы Аллах услышал все молитвы, чтобы на столе никогда не было пусто, чтобы в доме постоянно царила атмосфера счастья и блага, чтобы сердце всегда с радостью встречало гостей, чтобы в душе навечно поселился уют, чтобы всегда удавалось продолжать свой путь милосердным и добрым человеком. Пользуясь случаем, через передачу Мосдружбы телеканала «Пирамида» всех кыргызстанцев поздравляю с праздником. Пускай благополучие спустится с небес в ваши дома, дорогие кыргызские братья и сестры. Счастья, мира и тепла вам. Пускай будут здоровы все ваши близкие, пускай счастливыми растут ваши дети и удачным будет ваш жизненный путь. Ne zaman anarsam seni kararım kalmaz Allah'ım. Ne zaman anarsam seni kararım kalmaz Allah'ım. Senden gayrı gözüm yaşı kimseler silmez Allah'ım. Senden gayrı gözüm yaşı
kimseler silmez Allah'ım. Sensin ismi baki olan, sensin dillerde okunan. Sensin ismi baki olan, sensin dillerde okunan. Senin aşkına dokunan kendini bilmez Allah'ım. Senin aşkına dokunan kendini bilmez Allah'ım. Aşık Yunus seni ister, lütfeyle cemalin göster. Aşık Yunus seni ister, lütfeyle cemalin göster. Cemalin gören aşıklar ebedi ölmez Allah'ım. Cemalin gören aşıklar ebedi ölmez Allah'ım. Эффективность высших образовательных учреждений во многом измеряется международными и национальными рейтингами, создаваемыми как на государственном уровне, так и независимыми организациями. Важен еще один аспект. Рейтинги играют прежде всего маркетинговую роль и для конкретного вуза, и для страны, где он находится. Он заключается в привлечении абитуриентов. Нужны годы и даже десятилетия, чтобы его результаты могли пройти апробацию практикой, а значит стать максимально объективными. У нас вызвал интерес подробно ознакомиться с одним из лучших учебных заведений Кыргызстана – Институтом современных информационных технологий в образовании, сокращенно будет ИСИТО. Он был создан чуть больше 15 лет назад. Институт современных информационных технологий в образовании сегодня – это один из крупнейших институтов Кыргызстана. За годы своего существования он подготовил более 1000 студентов разных специальностей. ИСИТО постоянно находится в поиске новых возможностей для дальнейшего развития. Здесь уверены, новые интерактивные ресурсы станут эффективной диалоговой площадкой для обмена мнениями, способствующего конструктивному сотрудничеству.
Борис Кубаев однозначно выдающаяся личность, доктор экономических наук, академик МАН, заслуженный работник образования Кыргызстана, профессор, бессменный ректор Института современных информационных технологий в образовании. Проведя более 50 лет за кафедрой и обучая не одно поколение кыргызстанцев и не только, Борис Хамитович неизменно повторяет: «Не уставайте делать добро». По словам ректора, ИСИТО родился в муках и бесправии. На момент открытия в 2003 году у нас было одно помещение в школе номер 2. Парта на металлических ножках и несколько стульев. В первый год работы здесь обучались всего 32 студента. За деятельности нашего института мы обросли 11 корпусами, 3 из которых находятся в Таласе, Токмаке и Токтогуле. 230 преподавателей и 4000 студентов, говорит он. Борис Хамитович, скажите, пожалуйста, что из себя представляет ваш университет ИСИТО? Это высшее учебное заведение, которое было создано буквально в первые годы 21 века, а конкретно в 2003 году. Тогда только начали набирать такая форма, как негосударственные вузы. Потому что после Советского Союза и население, и психология, и люди привыкли, что образование может и должно быть государственным. В этом, между прочим, рациональное зерно было. И мы зря от этого отвернулись. Но, тем не менее, параллельно стали появляться вузы. Вот таким образом появился и наш институт, получил государственные лицензии. Прежде чем получить государственную лицензию, пришлось пройти бюрократические джунгли. Это очень сложно. Они до сих пор сохраняются. Причем здесь так и хочется задать вопрос чиновникам самого различного уровня. А где, интересно, они учились? Если они ни в чем толком не разбираются или не хотят разбираться. Это, конечно, серьезное заявление, но я отвечаю за свои слова. Скажите, пожалуйста, цель, задача вашего учебного системы? Дело в том, что в Кыргызстане очень высокая рождаемость, слава Аллаху. Высокая рождаемость, и эту молодежь надо обучать. В Кыргызстане функционирует более 2200 средних школ. Вот эта масса выпускается, чем она будет заниматься? Обеспечивать работой не могут. Из-за того, что нет достаточно возможностей дать работу, растет число мигрантов, которые ищут по всему миру, и в первую очередь в России, в Турции и в ряде других стран ищут работу. И причем значительная часть из них не имеет никакого образования. Естественно, они ищут подсобную работу. Подметать, убирать, там, копать и так далее и тому подобное. Никто не против любой работы, но все же. Для того, чтобы молодежь могла приступать, все же медленно, но идет развитие экономики, открываются рабочие места, туда нужны дипломированные специалисты. Наш товар, извините за грубое слово, это молодые души и сердца. Если мы их поковеркаем, они инвалидами выйдут. С дипломом, но инвалидами выйдут. А надо их сделать людьми. И мне легче, дай Бог, если я доживу до преклонных совсем лет, чтобы остановились и здоровались, и спрашивали, а не так отворачивались. Ну и потом мы отказались от пионеров, от комсомола, ну ладно, от партии, от всех отказались. А кто заставляет нас от Родины отказаться? А, кстати, специалисты, каких вы готовите специалистов? И востребованы будет ли в будущем они? На что вы рассчитываете? Во-первых, вот это догматический подход в некоторых учебных заведениях, когда возьмут там 10 или 15 лицензий по направлениям, и вот его годами идут. Надо следить за ситуацией на экономическом поле, я имею в виду развитие различных отраслей экономики, социальной сферы, культуры и так далее, и сообразно этому вносить коррективы. Кого готовить, сколько готовить, где они будут работать. Вот эту коррективу мы пытаемся и делаем, по крайней мере, уровень трудоустройства у нас
достигает до 80%, значит, они востребованы. И тем не менее, мы уже рассчитываем примерно на 2025-30 годы, какие специальности нужны будут в сельском хозяйстве, промышленности, социальной сфере, ну и много-много направлений. Поэтому наши специальности достаточно пока на сегодня востребованные. Ну, в частности, мы еще сделали, я думаю, я не хочу настаивать на этом, пусть это сторонние люди скажут, я думаю, что мы правильно сделали, что совместили в ВУЗе и среднее профессиональное образование, и высшее образование. Колледж. У нас, извините, 5 колледжей и 3 факультета. То есть есть возможность получить среднее профессиональное, пойти работать или перешагнуть, пойти в высшее образование за более короткий срок. Потому что он в колледже получает объем достаточных знаний, чтобы претендовать на 2-й или даже на 3-й курс сразу. Мы должны считаться не только со своим временем. Мы научились деньги считать, а когда мы научимся людей считать и людское время, мы так иногда пренебрежительно относимся. Вот так пусть идет, пусть он 5-7 лет учится. А кому он потом нужен? Пока он окончит, он уже устаревает на студенческой скамье. Не только по возрасту, а по позициям, по понятиям, по экономической. Да. Поэтому, конечно, без проблем нет. Мы с этими проблемами работаем. Вы сами предварительно ознакомились, видели, каким образом мы стараемся. Но без этого будущего не только у вуза не будет, у народа не будет. А вот конкретно какие специальности у вас здесь? Целый один комплекс – это медицинские специальности по 5 направлениям. То есть стоматология, там... Фармация, сестринское дело, акушерское дело, в общем, по 5 специальностям. Соответственно, база сделана. Есть у нас клиническая база, которую мы назвали студенческая поликлиника, потому что наш коллектив, ученый совет института, принял решение, что акцент надо перенести на то, чтобы студент больше имел возможности на практике учиться своей специальности. Студенту надо давать не рыбу, студенту надо давать удочку, а рыбу он должен сам ловить. Так и в учебном процессе. Все знания не вложишь в голову, а если мы научим его приобретать знания, он всю жизнь и после окончания с дипломом, он будет всегда свежее мышление, свежий человек, я бы сказал даже. Да. Еще Болонский процесс. Что это значит? Вы тоже участвуете? К сожалению, участвую. Я вообще не сторонник Болонского процесса. Вернее, я не совсем правильно выразился. Болонский процесс сам по себе хорош, но для тех, где он зародился. И нельзя его переносить и на новую почву. Раз бакалавр, раз магистр. Они к этому шли 400-500 лет. А мы хотим за 10-15 лет. Поэтому применить бакалавриат, вернее бакалавров, направить на работу в нашей отрасли, мы делаем вид, как будто все понимаем. Толком никто ничего не понимает, я беру на себя ответственность за эти слова. И поэтому, если переходить, то этот переход у нас уже занял 10 больше лет. И еще наверняка потребуется 20 лет. Но тогда надо, соответственно, и методику, и базу, ну буквально и кадры. А кто будет готовить бакалавров, если таких магистров у нас никогда не готовили? Они что, у нас с неба упадут? Слушайте, чтобы муллой стать, вот религия у нас самая передовая. И причем вообще религия передовая оказалась. Они прежде чем муллу или священника православного допустить, он проходит от Мекки до Медины и православных своим путем. И только после этого он получает титул.
Мы, к сожалению, подготовку преподавательских кадров забыли. У нас преподаватели, вот он окончил хорошо, допустим, юридический факультет, сразу преподавателем на юрфак. А он ни одного дня преподавателем не был. Почему методика и педагогика стали такими, что как будто любой человек может ими освоиться? А это отдельная наука о человеке гораздо сложнее, чем наука о металле. Наука даже о человеческом теле не так сложна, как человеческое сознание, человеческое восприятие. Да, в конце концов, простые вещи. Мы должны студентов приучать к совести, к чести, к достоинству, поведению. Я убежден, мы должны параллельно строить человека и из него же специалиста, а не наоборот, быстрее специальность и иди. Сейчас вы говорили о знаниях. У вас в Кыргызстане впервые телестудия. Вы через это даете знания, правильно? Об этом немножко, пожалуйста. Да, у нас телестудия – это одно крыло, крупное крыло такое. Оно вообще к техническим средствам обучения надо очень уважительно относиться, но относиться как к помощнику. Все же главное лицо – учитель. Я много раз говорил, еще раз повторю, у хорошего учителя не бывает плохих учеников. Во-первых. Во-вторых, я убежден, если появятся оппоненты у меня, пусть они меня опрокинут, миром, деревней, заводом, городом, страной и миром будут управлять не те, кто сидит в интернете, а те, кто читает книги. Абсолютно верно. В свое время знаменитому поэту Расулу Гамзатову задали вопрос, почему Россия такая богатая страна, а народ такой бедный. Он ответил очень коротко, потому что чиновники книг не читают. Да. Казалось бы, просто и ясно. То есть вот ваш вопрос, который вы сейчас задали в отношении телецентра. Телецентр, наша поликлиника, наше электронное обучение, электронное расписание, электронные консультации. Я сам вот из этого кабинета недавно читал лекции сразу для студентов Бишкека, Таласа, Токтагула и Токмака. Они мне задавали вопрос. Вот это все технически. Это охватывает весь ваш образовательный центр? Всех. Вот я это технические средства, я очень ценю. Это вспомогательно. Помощники. Если мы одно время лопаты копали, потом трактора появились, тоже ценили и ценим. То же самое, технические средства, как говорят англичане, это aid, помощь. И эту помощь надо использовать. Президент Кыргызстана 2019 объявил годом развития регионов и цифровизации страны в целях дальнейшего развития регионов и введения новых технологий в повседневную жизнь общества. Об этом наш собеседник сказал следующее. Что касается программы президента о необходимости интенсивного развития регионов, в этом должны принимать практически почти все. Потому что регионы определяют в целом жизнь страны, в значительной степени определяют. Поэтому мы не выращиваем картофель, не выращиваем, не растет у нас скот, там, мясо, продукцию сельского хозяйства. Мы решили то, что нас касается, мы будем нести в регион образования. Чем чем более образованнее будет сельская молодежь, тем она, если останется, будет образованно работать с пониманием, к чему, что и так далее. И если поедет куда-то, он будет подготовлен. Это наш вклад в эту программу развития регионов. И хотелось бы, чтобы эта программа подольше была. У вас бюджетный, да, получается? Мы от государства ни копейки не получаем. Наоборот, государству платим налоги, самофинансирование полностью. Но мы прекрасно понимаем платежеспособность нашего населения и не стремимся. Я не знаю, как воспримут ваши телезрители, но я скажу так.
Мы не ставили и не ставим цель, что только зарабатывать деньги. А если и ставим такую цель, то только после того, когда сделаем образцовый вуз, чтобы сюда все ломились. Последние, как говорят, копейку отдавали, но шли, потому что хорошо. Этого надо добиться. Уровень качества, уровень образованности, уровень культуры. И не только просто культуры уличной, культура труда, культура совести и так далее. Поэтому у нас никаких проблем с набором нет. У вас современная оснащенность оборудованием, да? Вот что вы скажете по этому поводу? Ну, мы, откровенно сказать, очень долго вели образ кочевников. Мы кочевали. В Бишкеке мы в 4-5 местах. Там покочуем, там у нас не было ни базы, ничего. Спасибо, я хочу воспользоваться вашими экранами и сказать бывшему министру образования Кыргызской республики, профессору Болджуровой и Шенкуль Садуковне, которая поддержала нас в очень трудный момент и дала нам путевку, чтобы мы дальше развивались. И мы эту поддержку, кажется, оправдали. Он гордится успехами студентов и преподавателей своего родного института. Есть естественные трудности, а есть искусственные. Речь идет о том, чтобы то качество образования, оно было не только самоокупаемым, а сверху даже шло. Ваши особенности перечислите, пожалуйста, которые вы считаете, что это особенно именно у нас, а в других университетах? Я бы так сказал, это не только нас касается, опираясь опять-таки на свой полувековой юбилей работы в высшем образовании, могу сказать, первое и главное – это качество преподавания. Самая главная фигура – это человек, преподаватель в аудитории. И вот когда очень много говорят, мы боремся с коррупцией, это позорное явление. Нельзя сегодня брать деньги и потом оставить оценку. Это предательство. Предают собственный народ, предают собственную страну. Какая разница вредительство и это? Абсолютно одно. Поэтому в первую очередь качество преподавания, этика воспитания, уровень этики воспитания. Что касается остального, силы, средства и организаторская способность должны быть на создание суперсовременной лабораторной базы, библиотечного сопровождения, компьютерного сопровождения. Вот эти компоненты, если обеспечим, я вас уверяю, очень легко таким оркестром дирижировать. Это и называется ваш будущий план, да? Да. Это мы на пути реализации. У нас на сегодня, могу сказать, только для медиков мы приобрели в прошлом году оборудование за рубежом на небольшую сумму, 18,7 тысяч долларов. И у нас лаборатории оснащены. Так, да. А скажите, пожалуйста, вот иногда родители заставляют своих детей, вот, то есть родители выбирают, где их ребенок учиться. Насколько это правильно? Давать советы родителям, может быть, не совсем этично, но тем не менее осмелюсь. Надо, конечно, принимать активное участие, но прежде чем ребенку советовать, самому надо научиться, что ты хочешь. Ты отец или ты мать, вы должны, почему вы настаиваете на такой специальности? Вот там это будет. Да нет, вы реально посмотрите, что это за специальность. Раз. Во-вторых, походите в 10 вузов, ищите среди сотни специальностей. Потом приглядите своему ребенку, на что он способен. А не так лишь вот куда-то устроить. А еще хуже, находят себе, так сказать, толкачей. Вот если он устроит, и вот если деньги дадим. Есть некоторые даже, пусть меня извинят такие родители, их трудно назвать родителями, они, не стесняясь, могут иногда сказать так: а что вы не ставите оценку, мы же вам заплатили. Что значит, если это для Кыргызстана? Если то для Кыргызстана оценку дать не могу, пусть его дадут население, пусть дадут Министерство образования, пусть руководство республики. На сегодня это почти 5000-ный коллектив, почти 250 преподавательских составов и сотрудников. Да, это 11 учебных корпусов,
Если друг на друга поставить, их 28 этажей будет. Поэтому это, конечно, играет какую-то определенную роль. Мы не претендуем пока ни на какие лидерства. Я хотел бы быть лидером в том, чтобы все пытались попасть в УСИТО. Вот это лидерство сперва. А потом уже там всякие другие. И я думаю, в этом отношении мы перед государством и народом стесняться не будем. Многоуважаемый Борис Хамитович не забыл добавить свое мнение и о программе Мосдружбы. Мы раньше жили в стране, которую звали сокращенно «Мы». А потом нас столкнули в страну, которую называют «Я». Вот этот эгоизм надо убрать. Внутри страны взаимная дружба. Не просто на словах, и не только демонстрировать «я тебя люблю», «ты меня люби» и так далее. Делом, поступком, уважительным отношением, почитанием. И второе, заглядывать дальше. Мир сейчас не может, какое бы большое государство не было, оно не может без внешних контактов и дружбы. И мы будем развивать в этом направлении. Мы постараемся понравиться очень многим в мире, как кыргызы говорят, куда вьются. То есть массу дружбы все-таки надо наводить? Обязательно. Спасибо вам большое. Во время подготовки передачи в эфир мы получили из Москвы приятную новость. Ректор Института современных информационных технологий в образовании Борис Хамитович Кубаев стал лауреатом премии «Национальное величие» в номинации «Ответственность и благородство». Премия «Национальное величие» – это независимая общественная премия, целью которой является выявление и поощрение российских и зарубежных компаний, которые успешно работают в различных областях науки и экономики, сочетают в себе устойчивое положение на рынке и ориентируются на международные стандарты финансовой отчетности, прозрачности и информационной открытости. Тех, кто сохраняет и укрепляет традиции предпринимательства, развивает международную кооперацию и интеграцию. Также премии удостаиваются государственные и общественные деятели, представители культуры и искусства, внесшие наибольший вклад в социально-культурное развитие России и стран ЕАЭС. В этом году торжественная церемония станет уникальной, поскольку пройдет в рамках празднования Дня российского предпринимательства, а также памятных дат создания Евразийского экономического союза и Исполнительного комитета СНГ.